Меня зовут Сергей Санхядов. Одной из проблем освоения разговорного бурятского языка является то, что даже освоив его грамматику, бывает сложно понять элементарные бытовые фразы. Да что уж говорить о целых фразах, когда бывает не просто понять логику употребления одного единственного слова. Например, слово «бухулер». Это хорошо известное название блюда, и наверняка многие думают, что это существительное. На самом деле это наречие, то есть часть речи, отвечающая на вопрос «как». Происходит оно от прилагательного «бухули», что означает «цельный». Соответственно, образованное от него наречие «бухулер», отвечая на вопрос «как», означает «целиком». И тут возникает ступор. Носитель русского языка вольно или невольно сопоставляет языковые явления бурятского языка с русским, в котором название блюда, отвечающее на вопрос «как», это нечто экстраординарное. Конечно, есть названия типа «котлеты, сваренные на пару», то есть котлеты, сваренные как. Но в любом случае в этом названии основой остаются существительные котлеты. Здесь очень важно иметь в виду, что для бурятского разговорного языка очень характерны сокращения. И слово «бухулер» очень яркий тому пример. На самом деле это сокращение от фразы «бухулер шанагын мяхан». Как она выглядит на письме, я оставлю в закрепленном комментарии. Слово «мяхан» наверняка знают все, оно означает «мясо». А шанагын – это причастие, которое передает признак предмета мяса по произведенному с ним действию. Это действие шана. Корень шана со значением варить. Таким образом, бухулер шанагын мяхан – это мясо, сваренное целиком. Как видите, логика этого названия ничем не отличается от логики названия котлеты, сваренные на пару. Таким образом, проанализировав всего одно название блюда бухулер, мы можем с вами сделать вывод о том, что на самом деле никакой пропасти между русским и бурятским языком, равно как и между грамматическим и разговорным бурятским языком, нет. Просто нужно использовать нехитрые технические приемы для того, чтобы их совмещать. Один из них – это восстановление полной изначальной фразы на основе общего контекста. А прежде чем сказать «БРТ», обращу ваше внимание, что это тоже сокращение от изначальной фразы, состоящей из 3 слов. И это не «дахин уздра БРТ», как может показаться. «Дахин уздра БРТ» – это сокращение от другой, более полной изначальной фразы. Если вам интересны полные варианты этих фраз, то пишите в комментариях «дахин уздра БРТ».